Так, ассалам алейкум, добрый вечер. Так, теперь давайте, как обычно, по нашей традиции определимся со звуком и с картинкой. Опять я в дорожных условиях, поэтому качество будет не очень, но вы можете, там вверху есть, в правом верхнем углу есть три точки, или сейчас я вам даже скажу, как это все правильно сделать, да, три точки, и там же вы можете найти качество. Это второе после пожаловаться, и ставите на авто или на 720, да, это разрешение, и будет неплохо. Будет неплохо видно. Не так, как по камере, конечно, но с другой камеры, чем с этой. Ну, короче говоря, на войне, как на войне, как говорится. Так, сегодня я решил сделать пораньше стрим, чтобы успеть еще кое-какие дела сделать. Сегодняшний стрим мы проведем. Так, я тут выключаю. Так, или оставлю. Буду смотреть сюда. Так. Так, звук отличный, говорит Ичкерия Лайф. Ассалам алейкум. Кавказус Бергер, ва алейкум салам. Ичкерия Лайф Машвохель. Адуда Улетюк, ва алейкум салам. Адам Шуанхо, ва алейкум салам. Чечня не Россия, ва алейкум салам. Массерга Крешхард, ва алейкум салам. Жора Майер, ва алейкум салам. Массерга салам ашалду. Всех приветствую, всем рад. Привет, Аслан. Сегодня будут хорошие новости, говорит Макс. Не очень, Макс. Приветствую. Ну, не то, чтобы они будут очень плохие, они плохих у нас вообще не бывает, но так, чтобы вот обрадовать, ну, есть, конечно, надежда, что коронавирус уничтожит этого Путина, ну, и его систему, его страну. Ну, посмотрим, посмотрим. Будем обсуждать, посмотрим. Конкретно вот не могу сказать, что вот сейчас чем-то вас таким воодушевляющим я вас сегодня обрадую. Так, Эд Мамедов. Салам, Аслан. Хотел продонатить, почему-то не получается. Эд, спасибо. Считай, ты уже задонатил. У меня снята монетизация. Мой канал находится под постоянной атакой. Поэтому у меня видео не показывает рекламы, что плюс для вас, вы не видите рекламу, и она вас не отвлекает. Но есть минус в том, что в рекомендациях мои видео не появляются, так как на меня наложены санкции. Эти санкции продлятся на 3 месяца. Одну санкцию или одно предупреждение, которое было на меня незаконно наложено, я обжаловал и его сняли. Даже первое было незаконно наложено. Так как это видео, вот на минутку посмотреть, как они контролируют мой канал, да, так как у меня контент на русском языке, и офис Ютуба, русского Ютуба находится в Москве. И какой бы нам не рассказывали, какие бы нам не рассказывали сказки, что там ФСБ не имеет доступ, что русские вот эти террористические организации не могут повлиять там и так далее, и так далее. Там работают люди. И повлиять на этих людей, да, можно, ну, разными способами, имея такие ресурсы, как у ФСБ или там у других там спецслужб России. Достаточно любого сотрудника просто вызвать, да, сказать, вот мы тебя сейчас это, мы тебя то, давай будешь потихонечку нам сливать информацию, подсказывать что-то, где-то что-то как-то делать и так далее. Потому что те хакеры, которые есть у русских, они все равно должны пользоваться
разными услугами людей, которые имеют определенный доступ. Да? И вот у меня первый мой, хоть может не надо было это все рассказывать, но просто хочу, чтобы все знали, что я тут не мед, не мед ем. Я в чат рулетки записал с одним русским фашистом, настоящим, вернее, настоящие они практически все, открытым русским фашистом, я бы даже сказал нацистом, который Mein Kampf читает, Гитлера уважает и так далее. И вот у меня получилось с ним пообщаться в чат рулетки, и чтобы сохранить качество видео, да, на компьютере, я его загрузил на этот канал, вот на свой канал. Но для того, чтобы его смонтировать, где-то заклеить его вот эти свастики, которые он там показывал, нацистские, и я это видео сразу не стал выкладывать. Мне нужно было его смонтировать. И вот когда я его загрузил себе на канал, получилось так, что я загрузил его доступ по ссылке, чтобы я мог с другого устройства зайти и посмотреть. Но вы его не могли увидеть. И вот каким-то странным образом, не прошло 10 минут, как я загрузил это видео, да, там был нацист, но не я нацист, да, человек сидит и мне рассказывает, это чат-рулетка. И мне было сразу наложено предупреждение вынесено. Там 3 предупреждения можно в Ютубе делать, и после этого твой канал блокируется. И получилось так, что я ярый антифашист, ярый антинацист, получился, как будто я пропагандирую вот этот фашизм, нацизм. И мне от Ютуба прилетел страйк. И мое видео было заблокировано. Я сразу написал, я говорю, это невозможно. Никто не мог видеть это видео. Вот в чем вопрос. Как вы мне могли наложить санкции за видео, которое только по ссылке я туда загрузил? Никто не может видеть, только в Ютубе могут увидеть, да, в московской или в русском отделе, или в русском офисе Ютуба. И мне прилетело вот предупреждение, потом прилетело следующее предупреждение, опять же, уже там за Шамиля Басаева, то, что я выложил. Ну, я это обжаловал, и это с меня сняли, вот это предупреждение. Осталось вот это одно предупреждение, которое повлекло за собой отмену монетизации, то есть я не получаю денег, продвижение моих видео, поэтому упали просмотры, потому что там многие люди не подписаны на меня, да, которые смотрят. Плюс очень сильно помогает, когда видео оказывается в рекомендациях. Если вы там смотрите определенную тематику, чеченскую тематику, там связанную там с Чечней, там что-то как-то там с Россией, с Путиным, терроризмом, да, с фашизмом, вот это появляется в рекомендованных, это видео. Теперь же мои видео можно увидеть только тем, кто вот непосредственно подписан, только непосредственно кому это интересно. Поэтому там в разы упали просмотры. Но в этом ничего страшного нет. 1000, 2, 3000 просмотров это тоже очень много, тем более с учетом того, что у нас специфическая тематика, тема, и мы как бы находимся вот в очень таком сложном, тяжелом положении. Поэтому это нормально. Ну и самое главное, отсеялись разные фантазеры, которые верят разным сказкам. Это тоже, с одной стороны, конечно, я пытался хоть кого-то вразумить, кому-то донести, но никто не, ну, тот, кто не хочет понимать, тот не понимает, и ничего мы не можем поделать. Поэтому это тоже хорошо. Плюс, опять же, учитывая то, что происходит с моим каналом, постоянно, вот у меня сегодня добавляется 20-30 подписчиков. Вот эти 20-30 подписчиков в течение дня у меня списываются. И на одной цифре постоянно держатся. Они могут, конечно, быстро всех списать, да, и люди, которые меня смотрят, скажите, если вы
в какой-то степени, ну, вы были подписаны, потом перестали быть подписаны, пишите под моим видео: я был подписан, и теперь я не подписан. Например, вы нажимаете уведомление, колокольчик, чтобы когда загружается новое видео, новое какое-нибудь сообщение в сообществе, в разделе сообщества, вы не получаете уведомления. Это тоже влияет на просмотры. Вы просто не заметили. Да? Не касается тех, кто постоянно следит за нашей деятельностью, ну и принимает участие, вот как многие, которые постоянно мне пишут, постоянно, которые принимают живое участие. Это тоже очень важно, да? Чтобы вы все принимали в этом участие. Опять же, не забывая о своей безопасности. А я о своей безопасности забочусь, я также забочусь о вашей безопасности, но я уже открыто говорю, поэтому, в принципе, мне о безопасности достаточно заботиться только в физическом смысле. Вам же, которые неизвестны, вам нужно принимать меры, которые будут вас информационно или там, ну, скрывать как-то, да, для этого у вас, и вы еще стоите чуть-чуть на другой позиции. Ну, хотя нам прятаться, вы жертв мояти. Мы же не жулики, не бандиты. Мы добропорядочные граждане, цивилизованные. Нам бояться нечего. Мы ничего не крадем, никого не обманываем. Мы за общечеловеческие ценности выступаем. И требуем, чтобы все люди на земле именно так и вели себя. Все без исключения, вне зависимости от вероисповедания, расы или национальной принадлежности. Давайте сейчас я поотвечаю на ваши вопросы, а потом буду отвечать, буду рассказывать разные интересные темы. Так, смотрю, тут вы много вопросов мне написали. Так. Так, начнем с Рубати. Аслан ха Аллах атту бойл маш нет, я маш дюнал чехвал Аллах пурблуэл. Рубати дел рейс хуйль. Рубати мне желает на пути свободы, удачи, сил и сил, чтобы пройти этот путь. Дал мула Рубати, дал мула. Дел рейс хуйль. Ну, в любом случае, Рубати. Ой, Витербош, бат, шек дамадулиш. Дал мула. Так, Рубати, ассаламу алейкум. Чеченский след, ассаламу алейкум. Так, у Асланбека Тутаева зависает изображение. Nicht gut. Ассаламу алейкум, Эжери. Говорит Гилаев Хамзат. Так, Керимов случайно удалил твое сообщение. Интервал. Бывает такое. Если можно восстановить, надо восстановить. Так, чеченский след, алейкум салам. Ясер чеченец, будь проклят род Путина. Аминь. Здравствуйте всем, свободы вам, говорит чеченский след. Так, давайте так, все, приветствие. Наше традиционное приветствие, которое занимает, уже заняло немножко больше времени. Чеченский след. Я заливаю видео с ограниченным доступом. Через день на нем 10 просмотров. Чекисты, как вы это делаете? Вот, чеченский след. Именно об этом я и говорю. Я был удивлен. У меня такое бывает. Знаете еще как бывает? Это надо, чтобы сохранилось. Когда я, например, готовлюсь к стриму, да, я делаю там анонс, там заставку. Обычно я это делаю за 2-3 часа. Иногда за 4. До начала эфира. И вот за это время появляются люди, которые мне начинают писать комментарии, хотя у меня это видео по закрытой ссылке. Вы еще не видите это. Нигде у меня на других
устройства не появилось это. Хотя они связаны, они имеют общий аккаунт, но оно не появляется до тех пор, пока я его не сделаю открытым. И в это время мне уже начинает кто-то писать. Вот, например, как Найти мне писал в прошлый раз. Я был удивлен. Так ранее тоже мне писали по этому поводу. И вот то же самое, вот монетизацию и бан, страйк я получил из-за того, что я по закрытой ссылке с русским нацистом, который не скрывал, что он нацист. Может, это был засланный казачок даже, я не знаю, там специально сидит, чтобы вот поймать. Но я-то думал, я сейчас это видео запишу, закрою все свастики, там где-то, чтобы там не было никаких претензий. Но я не успел сделать. И все. И написал жалобу. Человек с Ютуба, менеджер, который со мной связывался, он просто перестал мне отвечать последний раз. Но мы, конечно, вернемся к этому вопросу и пойдем еще выше. Ну, мы уже пошли выше, еще дальше пишем. Слава Богу, чернила в ручке еще имеются. Так, давайте к вашим вопросам. Так, Эд Мамедов, распространяйте Аслана канал. Всем нужна информация. И всех нас это объединяет. Баркалла Аслану. Спасибо, брат. Эд Мамедов. Да, распространяйте. Так. Рубайте Мицев. Аслан, мелла сигу, яиш. Ты о чем рубайте? Ты имеешь в виду, что вернуться и деоккупироваться? Вообще, Рубайте, осталось вообще мало времени. Да, Алмула, скоро вернемся. Аугусто Пиночет, кого бы хотел видеть в качестве будущего президента США? Рональда Рейгана, которого, к сожалению, нет в живых. Так, Хехос. Ассаламу алейкум, Аслан, дорогой брат, и всем смотрящим эфир. Ва алейкум салам. Хехос. Так, Аслан Керимов. Все, чех, да, рубайте, элек. Так. Антирашизмус. Маш Вовель, Аслан, салам, маршал, вежери, витаю, друзья из Украины. Маршал, хиль, антирашизмус. Так, риф на месте. Так, Асламбек Тутаев. Получилось, теперь супер. А то и работать надо, и параллельно смотрю. Да, сегодня я пораньше вышел, Асламбек. Надо, наверное, все-таки в 9 выходить, да, по Берлину. Так, Хамзат Гилаев. Аслан, Шиндаков был газну, чуквесом видео, гене он отзривший лецен. Путин делает тамбо. Что-то там назревает, если Тамред уже об этом говорит. Иначе чего бы он раньше молчал. Да, Хамзат, я видел это видео, это подонок и мерзавец, военный преступник и вообще психически нездоровый человек. Это Шиндаков, конечно. И хотелось бы по этому поводу сказать, что да, реально поступает информация, что против Путина конкретно недовольны как военные, так и некоторые из ФСБ. Понимают, что Путин ведет Россию в не очень хорошем направлении, в котором им всем придется отвечать. И они задумываются, если такая вот конфронтация пойдет дальше, то получится так, что коронавируса станет короной Путина, и это станет крышкой гроба для них всех. Поэтому они всячески сейчас начинают проявлять недовольство. Хотя недовольства были и раньше. Но взрывы домов в 1999 году, как мы знаем, уже более 20 лет прошло с тех пор, русских крутых, смелых, отчаянных, ни генералов, ни полковников не нашлось. Тот же Гиркин, например, да, Стрелков Гиркин, террорист, обвиняемый сейчас в Гааге за сбитый Боинг, который много где воевал. Он пошел воевать в Чечню, зная, что Путин взрывал дома. Потом пошел воевать против Украины. И им все равно. Главное, чтобы вот убивать и расширять. И неважно, свои люди у них не считаются. У них какие-то свои высокие цели, как они считают. Это, ну,
бред сумасшедшего. И простые русские, которые идут, да, садисты в основном идут в эту садистскую армию, они ну, просто исполняют роль и погибают. Ни их жены, ни их дети, ни их мамы, ни их папы не получают должной компенсации, не получают каких-то там забот. Ну, может, доску, табличку какую-нибудь на доме прибьют, что здесь жил вот очередной ублюдок. Но и они все равно идут. Я не понимаю, для чего им вот землю удобрять. Если он, ну, ради Газпрома, ради Сечина, Миллера, Путина, там и всех остальных. Короче, умом Россию не понять. Только дрон, только дрон. Спасет Россию не шаман, а дрон. Поэтому я считаю, что да, Хамзат, я считаю, что потихоньку начинается разворот против Путина. Тот же Гиркин, например, террорист, он много уже начал в последнее время. Первое время, когда он только вышел с Донбасса, я за ним следил, этот мерзавец делал пробросы, что без Путина, прямо говорил, никакие даже не пробросы, прямо говорил, без Путина Россия развалится, мы должны там помочь Путину там и так далее, и так далее. Теперь же он уже так не говорит давно, причем уже не подбирая слова и выражения, говорит против Путина очень нехорошие вещи. И по всей видимости, ну, дело пахнет керосином. Воюют-то военные, в Сирии гибнут-то военные, да, их называют там вагнеровцы, там наемники. Это русская регулярная армия. Да, там залетные тоже попадаются, конечно, но по большей части это обычно регулярная российская армия. И эти люди, как бы, чтобы получать больше зарплат, они как бы зачисляют их туда там разными ну, наемниками, там, добровольцами, как их там оформляют, что в Украине, что в Сирии. Ну, по факту они понимают, что в Сирии они сейчас несут потери и побед нет, мародерничать тоже, соответственно, тоже возможности нет. В Украине тоже дела не очень хорошо идут, даже при всем, что Владимир Зеленский там пытается как-то договариваться, но все равно дела не идут. Каждый день или через день, или почти каждый день гибнут украинские воины, и украинцы, военные, добровольцы, они не собираются отступать, и, конечно, это тоже не сулит победы и успеха. Ну и вот начинается брожение. И вот этот коронавирус, который сейчас есть, я думаю, он тоже сыграет определенную роль в этом деле. И распад России на несколько округов мы увидим в ближайшее время. Да, Алмула. Мы для этого будем прилагать все усилия, мы будем всячески этому способствовать и, конечно же, фиксировать каждого преступника, который успел совершить на нашей территории, отношение к нашей юрисдикции. Ну и, конечно же, то, что произошло и связывают с нами. Это разные теракты, которые проводились в Москве, в других регионах, которые мы постараемся тоже, конечно, доказывать, искать свидетелей, виновных в этих преступлениях. Ну и первый, самый главный теракт, это, конечно, 1999 года террористический акт, который был совершен Владимиром Путиным, Патрушевым, Шойгу. Рушайло прикрыл это дело, хотя были задержаны 2 сотрудника ФСБ в Рязани. И Рушайло после этого получил героя и ушел, звезду русского героя, да, за убийство русских, или за то, что ты закрыл глаза на убийство русских, как это было в случае с Рушайло. И ушел потом со сцены, видимо, честь офицера не позволила ему там и так далее. Ну, честь офицера, это, конечно, честь русского офицера, это, конечно, анекдот. Самый короткий анекдот. Честь русского офицера, который с 99 года, я ее не вижу и не признаю.
не появился, кроме Александра Литвиненко, ни один офицер, который открыто, прямо боролся с этим и выявлял это. Что стало с Александром Литвиненко, мы все знаем. Но это нас не остановит. Да, мула. Ти-Б, как ты относишься к Руслану Аушу? Если речь о бывшем президенте Ингушетии Руслана Аушу, я отношусь очень хорошо к нему. Так, Паул Отто, Путлеру конец. Далмова. Так, Риф говорит, амин. Рубайте Мицаев, терпение, еще раз терпение. Да, сабр, сабр. Чеченский след, держите за одну веревку, говорил Аслан Масхадович. Чеченский след. Да, единственная наша возможность в трудное время получить обратно свою государственность, освободить территорию и наказать виновных, привлечь к ответственности виновных, или хотя бы обозначить их преступления. Пускай они будут в бегах, это не столь важно. Важно, чтобы эти лица были осуждены, занесены в материалы уголовного дела, судебного дела, и в материалах судебного решения были указаны конкретные преступления этих людей. Пускай не всех, пускай только главных лиц, главных действующих лиц. И это самое важное на сегодня. И без нашего государства, без нашей конституции, без нашего кабинета министров, без Ахмеда Закаева мы это не можем сделать. Именно для этого нам предлагают заняться чем угодно, кроме как восстановлением или там поддержанием нашего правительства. Вот это и есть единственная верфь, единственная веревка, единственная нить, которая связывает нас, чтобы мы смогли потребовать сатисфакции, что восстановление справедливости по отношению тех тягчайших преступлений, совершенных человека ненавистнической, фашистской, русистской, имперской России. Это так просто, и мы должны это все понять. Это цумнах кит дизвай. Так, я перемотаю еще, потому что вы мне много написали вопросов. Пишите заново, если что. Так, антирашизм. Аслан, был еще один Трепашкин, которого посадили за расследование взрывов по просьбе потерпевших. Правда, после отсидки замолчал. Да, Трепашкин это тоже, да, офицер ФСБ. Я его читал в Фейсбуке. Это просто, ну я не знаю, это его страница или нет, я могу ошибаться, но это просто фашист самый настоящий, который ненавидел все чеченское и кавказское. Но это не имеет, конечно, отношения к делу. Да, Трепашкин занимался этим расследованием. К большому сожалению, он замолчал. Видимо, не хватило духа продолжать это. Но он очень много накопал. Да, и ему подкинули пистолет, его посадили. Так как он из системы, и он не уехал за границу, его можно было достать, его посадили. Он очень много жалоб писал, так как он очень хорошо знает эту систему. Он каждый день по 5, по 6, по 7 писем писал в разные инстанции. Каждый день на протяжении тех 2 лет, по-моему, или 3, которые он отсидел. Ну, грубо говоря, несколько тысяч он этих жалоб, писем написал. Его, в конце концов, выпустили. Но, видимо, при условии, что он не будет много об этом говорить. Хотя, даже после того, как он вышел, он говорил об этом. Это тоже правда. И я его, при всем том, что он антикавказец, античеченец, чеченофоб там, и так далее, при всем при этом я признаю его русским офицером. Как бы я к нему не относился лично. Да, это правда. Трепашкин тоже из этого числа. Так, ну были еще, да, некоторые ребята, которому русский депутат был, Головин был, Щекочихин был, ну, которых уничтожили. Так,
Так, Асланыч Керри, ассаламу алейкум, опоздал чуток, бехца был, алейкум салам. Виктор Цой, салам из Казахстана. История России, СМИ, РФ, ложь, вранье, Сибирь, Кавказ, Поволжье, Урал, Крым и так далее. Это не русские земли. Салам, Казахстан. Салам, Виктор. Так. Михаил Барсук. Рубль поднимется до 100 рублей за евро. Да, конечно, возможно. Все возможно. Но пока у них бабки имеются, и я думаю, пока они будут держаться. Да, народ будет нищенствовать. Это две разные составляющие российского государства, Российской империи. Народ и руководство страны. По факту руководство страны действует как оккупант в России. Подавляющее большинство русских этого не понимают. И это их беда, это их проблема. Даже если они это понимают, из-за малодушия, из-за банальной трусости, русские боятся сами себе признаться, что эта власть, она оккупационная, она их обирает. Но при всем этом, как и в любой оккупационной системе, если вы занимаетесь коллаборационизмом, то есть сотрудничаете с интервентом, с оккупантом, то вы можете неплохо устроиться. Хороший пример Кадыров Рамзан. Очень неплохо устроился, человек с 2 классами образования и очень низким IQ, очень неплохо, да, я так понимаю, даже миллиардер этот человек. Поэтому русские, которые живут в той же Москве, они, работая с оккупационной властью или становясь этой оккупационной властью, да, становясь коллаборантами, они работают против русского народа, против российского, да, не отделяя русский народ от других, потому что другие народы в еще худшем положении, чем даже русские. При всем при том, что русские в отвратительном положении находятся, бабушки, дедушки, пенсионеры имеется в виду, самая незащищенная часть общества, при всем при этом в еще худшем положении находятся там калмыки, буряты, осетины, ингуши, дагестанцы, ну все народы, которые есть. Их плюс к этому еще вот эта русская часть порабощенного народа России, она еще себя считает выше, и при любом удобном случае, когда оккупационная, да, назовем ее так, русская власть, как бы это ни звучало нелогично, говорит: мочите чеченцев, мочите бурятов, мочите ингушей, все, без проблем, с удовольствием, коллаборационизм, чтобы заработать на мародерстве, чтобы как-то стать круче, наверное, да, утвердиться в жизни, да. Знаете, эти русские фашисты, которые у нас воевали в Чечне, когда они брали какого-нибудь парня, молодого парня в плен, пытали его, и он просил их не убивать, да, когда тебя пытают, когда ты на грани смерти, человек по-разному себя ведет, и когда человек, например, может заплакать или попросить о пощаде, 16-17-летний пацан, они убивали, конечно же, таких людей, но при всем при этом потом эти истории этих русских фашистов были такие: мы, по факту он знает, что он бич из какой-то глубинки российской, который никогда не был никем. И этот пацан 16-17-летний, если бы оказался в его городе где-то, и он был бы безоружный и без своей армии, то этот пацан навалял бы ему просто подзатыльников. И они потом рассказывали, как они геройствовали, как этот чеченец просил о пощаде, как просил его не убивать, и все равно они его убили. И так они утверждались. Да, на время, да, после этого Бог покарает их семьи за это, и перед Богом они будут отвечать и в этой жизни, и в следующей. Да, мулла. Но сам факт остается, что они получали удовольствие, унизив чеченца, нагадив зайти в его дом, нагадив ему на ковер, там, еще что-то сделать. Но это
вот это оккупанты, оккупанты оккупантов. Короче говоря, тут можно сойти с ума. Так что вот, в принципе, русским надо, наверное, что-то делать. Что делать, им самим решать. Так, Адам Грузинский. Так, Акинг, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Акинг. Адам Грузинский. Подписывайтесь на канал Адам Грузинский, где вы сможете увидеть короткие видео с эфиров Аслана Арцуева. Говорит Адам Грузинский. Лунный свет. Приветствуем, Казахстан. Так, Ичкерия Forever. Когда русские создавали ИГИЛ, то их официальные СМИ пустили вперед пропаганду, приписывающую его авторству Америки. С коронавирусом происходит то же самое. Это их почерк. Ичкерия Forever. Я полностью с тобой согласен, во-первых. Во-вторых, да, давайте так, есть презумпция невиновности, да, в любом деле. Ну и в уголовном праве есть такое понятие, как презумпция невиновности. Но в гражданском и в административных делах есть такое понятие, как презумпция вины. Когда вам, то есть истцу нужно доказывать отсутствие своей вины. Вот. И знаете, в любом суде в первую очередь составляется характеристика о человеке, который находится вот в данный момент на скамье подсудимых. И это имеет очень большое значение. Это может быть как смягчающим обстоятельством, хорошая характеристика, так и отягчающим, если человек рецидивист и, там, ну, и так далее, если у него плохая характеристика. Так вот, Россия, террористическая банда ФСБ, это самая запатентованная, самая самой низкой репутацией организации и страна. Россия спонсор терроризма. Россия взрывает своих женщин и детей, спящих в своих домах. Россия применяет игольчатые, бактериологическое, химическое, газовое, всякое оружие. Ядерный полоний в Великобритании, например, да. Я уверен, и в Чечне это тоже, в Чеченской республике Ичкерия это тоже применялось. Уверен, что и в Украине это тоже применялось. И будет применяться в случае широкомасштабных боевых действий. И вот тут возникает вопрос, когда Путин хочет примерить корону, когда репутация ниже плинтуса, как выражаются в простонародье, когда у вас все плохо, и всегда вот эта страна прибегает к обману, к убийствам, к террору. И в этот момент появляется коронавирус. И вот возникает вопрос, а не Россия ли запустила это? И здесь играет большое значение репутация. Репутация как бандита, убийца, мародера, фашиста. Если они могли сравнять весь город и много населенных пунктов во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, не жалея женщин и детей, не жалея стариков, если они могли сравнять город Грозный, бывший город Грозный, ныне город Джахар, могли сравнять, несмотря на то, что там проживают русские, несмотря на то, что проживают христиане, что там стоит церковь в самом центре нашей столицы, несмотря на это, несмотря на то, что они взрывают своих женщин, детей, взрывают самолеты, свои же, подготавливают террористические акты против женщин, детей в метро, в автобусах, на вокзалах. Разве не может эта страна применить коронавирус? Тем более, если Путин сидит и открыто говорит, что если не будет России, а Россия это Путин, а Путин это Россия. Об этом Володин давно заявил, и так Путин и представляет. Если не будет России, то он плевал на весь мир. То есть, если развалится Россия, тюрьма народов будет
развалится, то он готов применить любые методы. Ядерный полоний в Лондоне он применял, значит, ядерный он может, а вот это бактериологическое оружие, да, он применить не может? Нет, может. Я считаю, может. И я считаю, что очень много указывает. Да, нет пока доказательств, и как мы знаем, это очень сложно доказуемо. Но для себя я полагаю, что все-таки это происки путинской фашистской России. Корона. И я считаю, еще я думал над этим, я считаю, что это только лайт-версия. При всем при этом вы видите, как мир всполошился. И я бы хотел бы дать вам послушать одно видео. К сожалению, я не могу вам дать послушать как так, чтобы вы его увидели, поэтому я его вот покажу вам так. Одну минутку. Очень важные слова Джохара Дудаева, которые он говорил про гигантские масштабы, которые поднимет Россия. И я, когда сюда приехал, я тут на интервью своем, да, так называемом интервью немецкого, я им говорил, что это далеко зайдет. Это было 5 лет назад. Это далеко зайдет. Они не остановятся. И если вы сейчас заигрываете, это потом выйдет боком. Ну, надо мной, как бы, скажем так, не то чтобы посмеивались, ну, как бы снисходительно улыбались. Да ладно, ты просто сейчас пережил шок, стресс, и поэтому ты так относишься. Нет, я очень шокоустойчивый, стрессоустойчивый, и я говорил реально то, что может быть. Сейчас, если будет подтверждено, что это будет, что это совершила путинская Россия, то, конечно же, Путин будет уничтожен. Но никогда, конечно же, Путин не признается. Как любой агент вот этих российских спецслужб никогда не признается, что он агент, что это он совершил. Помните, на Амину Акуеву и Адама Асмаева в Украине совершил покушение вот этот Динго, там, пес, который пришел убивать людей за деньги ради России. Так вот, он отрицал, он так убедительно в тюрьме, задержанный, простреленный, судом уже признанный, у него изъяли пистолет, он убедительно доказывал, что это Амина и Адам его пытались там как-то дискредитировать, а он такой весь святой, у которого 15 смененных фамилий, который тут непонятно, еще его КГБшник Невзоров быстренько нашел видео с ним, начал его там обелять и пытаться его как-то вытащить, представить его гражданином России. Так вот, эти люди отрицать будут до конца, поэтому им веры нет. Презумпция вины и в их случае более чем уместна. Давайте послушаем, что говорил Джохар Дудаев, несколько вот его предупреждений миру. К сожалению, наверное, вам увидеть будет не так хорошо, поэтому только послушать. В этой войне погибли такие сыны, идя под танки. Сыны совершают такие подвиги, которые даже сейчас моему разуму не подвластны. Планы были такие, что разделаться с Чечней и дали в Крым. Есть у меня документальные свидетельства, что в Крыму заготовлены подобный сценарий. И так, разрастая очаги дальше. Если это не остановит мировой сообщество сейчас, и прежде всего внутри России взорвавшихся политиканов, Внимание. авантюристов, не привлекут их к уголовной ответственности и не будут судимы, дальнейшее разрастание гигантских размеров пожаров народоубийства уже не остановит. Но не приостановило. В Крыму еще будет бой. Вот о чем говорил Джохар Дудаев. Это человек не обычный блогер, не адвокат и не юрист. Это человек генерал советской армии. Это человек, который владел секретами. Да, он не рассказывал, что вот я раскрою секреты там советской армии и так далее. Даже при том, что его страну, его граждан убивали эти его вчерашние сослуживцы. Он не рассказывал,
не выдавал секретов, он не был предателем. Но он рассказал, что дал понять очень образованный, очень осведомленный человек, дал понять, что если не остановить сейчас, до гигантских размеров народоубийство будет. Сегодня мы видим, что к этому идет. И этот коронавирус, это в принципе, это и есть народоубийство. Это коснулось уже почти все страны в мире. Это коснулось. И это только сигнал. Это только первый сигнал. И если же на этот сигнал отреагировать неправильно, то это будет продолжаться. И здесь Джохар говорит, и в этом полностью мы с ним солидарны, не только я, все мои единомышленники, все мои товарищи, мы с этим полностью согласны, что нужно судить. Нужно было судить в 95-м, но если не хватило тогда ума, мудрости, сил, в 95-м, 25 лет назад судить вот эту банду, то ее нужно судить сейчас. И сегодня, применив вот эту лайт-версию, когда он, если это он применил, да, мы исходим из того, пока мы это не утверждаем, если это лайт-версия, то за ней последует еще более мощная атака, опять же, химического, бактериологического, любого другого оружия, ядерного оружия. Мы все это должны понимать. Угроза не перестанет существовать, пока ее не уничтожить. Полностью. Вот эта банда террористов ФСБ, я со всей ответственностью, зная, что мне грозит за это, зная, что я подвергаюсь риску, я со всей ответственностью заявляю, они понимают только язык силы. Любые разговоры с ними на другие темы заканчиваются манипуляциями и обманом. Только язык силы, только с позиции силы. Вот так нужно разговаривать. Никаких встреч, никаких рукопожатий. Только если отправить психолога, группу психологов для ведения переговоров с террористами. Все. Эти люди не понимают никакого языка. Пока это не поймет администрация Трампа, администрация Меркель здесь в Бундестаге, во всей в Евросоюзе, в Страсбурге и в Брюсселе, ничего не изменится. Они будут терроризировать весь мир. Это террористы, которые загнаны в угол. И они только страхом могут что-то делать. Другого выбора, к сожалению, нет. Давным-давно уже упущен шанс решить это по-другому. К большому сожалению. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Так. Рубайте Мицев. Аслан, как относится к тому, что хотят стереть память бойцам сопротивления, заявителям, что ингуши нам не помогали и не погибали на нашей родине? Рубайте, ты прекрасно знаешь, как я к этому отношусь. Мы с тобой это обсуждали, и ты знаешь, что я это, мое мнение, специально, чтобы публично это сказал, задаешь мне этот вопрос. И правильно делаешь. Конечно же, ингуши огромное количество погибло на нашей войне. Огромное количество принимало участие в этой войне. У меня здесь есть мой друг, много лет с которым я дружу, ингуш, который принимал активное участие. С нами на марше, на пешем марше, был ингуш, у которого нету разных частей тела, который много получил ранений, который перенес тяжелейшие испытания в своей жизни и ни на секунду не сломился и не отступил от этого пути. И он борется за Ичкерию, за нашу с вами Чеченскую республику Ичкерия. И он будет продолжаться до конца своей жизни, продолжать, уверен, и в этом тоже. Ну это, конечно же, нам пытаются сказать, что воевали не чеченцы, не ингуши, не дагестанцы, а воевали какие-то арабы, которые приехали, и вот они, если бы не эти арабы, то мы бы вот проиграли бы и так далее, и так далее.
Конечно же, воевали. Да, совершенно верно. Я не хотел его называть имя, но ты его уже назвала, Рубать. Поэтому я его тоже сейчас назову. Мичалера. Я это сообщение. Так. Да, говорит Рубати Мица, это мой друг. Мы риском защищали вместе с Амирханом. Да, это наш друг общий, Амирхан. И таких Амирханов очень много было на русско-чеченской войне, и много наших братьев ингушей отдали свои жизни за то, чтобы наша страна стала свободной, и чтобы они тоже потом стали, как и мы, свободными. В конце концов, если даже Ингушетия осталась бы в составе, любой ингуш мог бы приехать в нашу страну и иметь те же права, какие имеем мы, и жить в свободной, независимой Чеченской Республике Ичкерия. Но получилось так, как получилось, и теперь получится так, что весь Кавказ будет свободным. И в этом нет ни малейшего сомнения. Да, Алмула. Так, пойдемте. Так, антирашизмус говорит, Аллах сиидуэльцин, Амирхане. Амин, тюна масера, дал сиидуэль. Хамзат Гилаев, Спрутин крепко вцепился щупальцами за власть. Да, он врос в эту власть. Да, его надо будет вырубать топором, эту власть. Этого Спрутина. Чеченский след. Ингуши принимали участие с самых первых дней российского военного вторжения в Чеченскую республику Ичкерия. Абсолютно верно. И этому есть видео доказательства. Как огромная группа ингушей, это только на одном видно, как они идут с ингушским флагом, идут сразу, вливаются, да, группой сразу идут и вливаются. И мы это прекрасно знаем. И во вторую русско-чеченскую войну то же самое было. Но во вторую русско-чеченскую у нас были базы там, у нас базы отдыха были, у нас перевалочный пункт и в первую, и во вторую, и в Дагестане. И все это было, и мы все это прекрасно знаем. И мы это, конечно, озвучиваем не потому, что это надо как-то снова и снова повторять, а для того, чтобы наше подрастающее поколение и ингушей, и чеченцев знали, что мы вместе несли это бремя. Да, Ингушетию не бомбили, но первый погибший ингуш, первый погибший человек в русско-чеченской войне, первой русско-чеченской войне в новейшей истории, которая была в 1994 году, началась в 1994 году, был ингуш, министр здравоохранения Ингушетии, Далдеп Алуэль из Масу. Поэтому, конечно же, так, Адам Грузинский, Асан Цаула, нам нужен эфир с твоей студии. А, ты имеешь в виду в Гамбург? Я думал, ты мне имеешь в виду в Чечению. В Чечению тоже я вернусь. Очень скоро. Так, Владимир Рабинович, Соломчик, мир Кавказу. Шалом, Владимир, мир Кавказу, мир во всем мире, Владимир. Белла Теунаева. Карачаевцы тоже воевали против Российской Федерации. Я знаю, и карачаевцы воевали, и кабардинцы воевали, и черкесы воевали. Все воевали. Это бесспорный факт. И много стали, погибли, стали, даст Бог, они шахиды, стали священными, на эту священную войну против русских оккупантов. Так, Адам Грузинский. Тан останній уход Висан Свамбо. Адамс. Так. Монти Вайт. Асан, скажи слова напутствия всему Кавказу. Скажи важное слово. Скажи, чтобы не делились на нации и религиозные течения. Скажи, кто наш общий враг. Монти Вайт. Я об этом в каждом своем стриме говорю. Об этом всегда подчеркиваю. Да, мы не должны делиться. Кавказ это наш общий дом. Грузия, Осетия, Дагестан,
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ну и все народы, которые даже не нагайцы, которые у нас проживают, и не только в нашей стране проживают. Это все, кто проживает на Кавказе, на Северном Кавказе, калмыки, которые чуть-чуть дальше Кавказа находятся. Они все являются нашими союзниками, друзьями, братьями. У нас нет врагов, у нас нет недругов. Мы строим мир, мы не строим войну. Конечно же, мы не должны делиться ни на религии, ни на национальности. Мы должны жить в мире и созидать. И мы, кавказцы, мы должны сделать так, чтобы о нас заговорили не только как о воинах, что тоже хорошо и нужно вот эту культуру, воинственную нашу культуру, да, кодекс самурая, так называемый наш, его поддерживать, это очень ценно, очень важно. Но также мы должны растить ученых, химиков, физиков, математиков, юристов, экономистов. И нам нужно дать этому миру не только воинов, хотя воинов мы дали очень много. Именно понимающих борцов за свободу, не просто сражающихся на всех войнах подряд, а именно тех, кто это делает от души. И воин это вот чуть больший смысл вкладывается, чем вот солдат какой-нибудь там. Вот мы это все дали, надо дать еще больше. И нам нужен рывок, как говорит мистер главный террорист России и мира Путин, нужен прорыв. И вот для того, чтобы был прорыв, нам нужно свободное, независимое гражданское общество на нашей свободной, веками, тысячелетиями принадлежащее нам, нашей земле. Так, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Тор. Нормальные люди не поймут Россию. Отношения между русским и ее власть напоминает стокгольмский синдром. Вот я как раз об этом только и говорил, Тор. Совершенно верно. Рубайте Мицео. Тот, кто мертвого не видел, только может вообще говорить про ингушей. Аллах объехал бойл харцу мел ючан. Сардам болар цадису, но тут нельзя материться. Да, материться нельзя. Я понимаю, о чем ты. Эд Мамедов, добрый вечер. Вопрос, почему Чечня не участвовала в приватизации и народ Чечни не получил ваучеры? Я этот вопрос задавал многим Российской Федерации журналистам и Украины, и меня сразу блокируют. Ты, Эд, ты как всегда бьешь вот самую нужную точку, и мы много раз этот вопрос задавал, и спасибо тебе большое, что ты этим занимаешься. Я полностью с тобой согласен. Приватизация, Чечня не участвовала ни в приватизации, ни в выборах президента Российской Федерации, ни в выборах парламента Российской Федерации. И мы так показали, что мы являемся независимым, суверенным государством. И Россия это на тот период признавала. Как Россия признавала Украину, а потом она уже начала говорить, ну это Крым там так отдали, что Украины не существует. Ну как хотят, ну просто бандиты, самые настоящие бандиты и террористы. Вот так они себя ведут. Приватизация именно вот Ходорковский, Кохи, Мохи и разные другие мерзавцы, подонки, убийцы, пособники убийств и геноцида. Эти люди занимались разграблением, вот эти комсомольцы, занимались разграблением советской собственности, которую наши отцы и деды на протяжении 70 лет копили. Миллионы были созданы в лагерях, где трудились на этих рудниках, гибли. И потом какие-то Ходорковские, который сейчас себя возомнил каким-то там суперпатриотом, по факту фашист самый настоящий, казнокрад, да, его начальник охраны сидит пожизненно за убийство, за двойное убийство пожизненно.
отбывает срок, а начальник охраны, как мы знаем, не может совершать убийство в угоду ЮКОСа, если об этом не просит руководитель. Ну, конечно, Пичугин, который сидит, он не признался в том, что его Ходорковский к этому склонил. И сейчас сидит пожизненно. И вот эти люди разграбили Россию, хапнули все, что могли. А для того, чтобы отвлечь этот скрепоносный, великодуховный, суперразвитый, с лишней хромосомой народ, им сказали, вот чеченцы, это же они отделяются. Даже тогда русские даже не понимали, за что их туда посылают. И мотивация была очень низкая, пропаганда плохо сработала в тот период, потому что была какая-то, не то чтобы свобода слова даже, хотя свобода слова тоже надо признать, присутствовала на тот период. Гласность была какая-то. Можно было говорить, но дальше слов не шло. Например, по закону, если средства массовой информации, да, заявляют о каком-то преступлении, то правоохранительные органы, следственные органы по этому факту, это считается как заявление, если по средствам массовой информации сообщается какая-то информация, следственные органы должны возбудить по этому делу по этому факту проверку или уголовное дело. Но этого не происходило в России. Да, происходило на каких-то мелких сошках, но по-крупному не происходило. Появился Скуратов, который начал там Ельцина гасить. Ну, его Путин быстро замочил, то есть ФСБ, Генеральную прокуратуру замочила. И после этого Скуратов как бы больше не появлялся, не занимался там расследованием преступлений Ельцина. Ну вот такого плана развития шло, и мы пришли к тому, к чему пришли. КГБ убрала вот эти остатки гласности, остатки свободы слова, и Россия стала обычной ГБшной тюрьмой, которой она была всю свою жизнь. Я просто застал время, маленький был в советское время, не понимал, потом застал время перестройки и становления нашего государства, и получилось так, что я вдохнул этот воздух свободы. И фактически я до лет 17, 18, 19, до окончания Первой войны, потом, когда я даже попал в Россию, наша страна была свободной, я не знал, что там происходит, тогда не было интернета, всех вещей я не знал, конечно, там творился, Россия продолжала вести гибридную войну против моей страны, против нашей страны. Ну и в итоге, можно сказать, до 99-го, 2000-го, 2002-го, 2003 года я в какой-то степени понимал свободу в полном смысле. Да, я был среди людей, которые не разделяют мои взгляды, хотя среди меня было много русских, которые понимали меня, разделяли мои взгляды, мы много разговаривали с моими русскими друзьями, товарищами на эту тему. И были люди, которые очень адекватно и объективно оценивали происходящее. Ну вот, и это закончилось. Потом уже как бы КГБ плотно закрыло все двери, и осталось вот полностью, все начало симулировать. Началось, если, знаете, у них на все создается симулятор, имитация. Рано или поздно появится там по определенной тематике, как по какой-то проблеме, вот такая вот деятельность у определенных лиц. Значит, они уже создают это. В этом плане, надо признать, они преуспели. Они выучили хорошо урок большевиков и более кардинально, скажем так, подошли к тому, даже к чему не подошли коммунисты. Хотя вот все, что они сейчас используют, это то, что использовалось во время коммунизма. Хотя, как в прошлом интервью меня сказал Пол Гоббл, они больше говорили не о коммунизме, а об империализме они говорили. И это тоже правда. Так, давайте дальше. Аслан Керимов, Дерес Хельбо, Массарна. Так, я перемотаю.
Так. Рубайте Мицаева. Если бы не Ингушетия и Дагестан, мы намного больше были бы истреблены. Полностью согласен, Рубайт. Так. Аслан, скажи, пожалуйста, почему Америка и Запад очень сильно озаботились, когда узнали, что пытают так называемых нетрадиционных людей, а когда ФСБ мучит обычных людей, то не озаботились США и Евро? Ну, как тебе сказать, Хехас, там, смотрите, какая была ситуация. Когда озабочились одинаково, когда произошли вот, смотрите, во-первых, все здесь реагируют на конкретное заявление. Получилось заявление по поводу массового убийства 27 молодых людей, раз за раз убили. Этих убийств происходило больше. Ну вот я, например, занимался этим делом, я посвящен в некоторые детали этих дел. И до сих пор со мной не вышел ни один родственник на связь из тех, кто были тогда убиты. До этого были убиты люди, тоже не выходили на связь. Но когда выходили, когда убивают человека, который защищает свою родину, то Россия всегда их списывает на исламистов, на террористов, что вот если они их не убили бы, то бы они сейчас пришли, они же джихад объявили Америке, Израилю, Западу, всему Западу, и как бы вот так все это преподносится, да. Неважно, этот чеченец, молодой, там, 20-летний или 25-летний чеченец, который никогда не собирается ни на Америку, ни на Израиль, ни на кого-либо нападать, ну, его уже таковым объявили. И у него нету ни возможности, ни времени, ни знаний доказать, что это не так, что он воюет за свою родину. И вот когда убили вот этих 27, последний раз убили вот 27 человек, пошло шевеление. Поступила достоверная информация о всем процессе. Вы много узнаете скоро, официально, когда будет информация, вы много сами узнаете, увидите. И в это время, вот ЛГБТ, да, так называемый ЛГБТ, новая газета, в первую очередь, они начали пропихивать именно эту тему. И я возмущался по этому поводу. Так вот, на сайте ОБСЕ было указано, что в Чеченской Республике нарушаются права людей за религиозные взгляды, там, за нетрадиционные взгляды там, и так далее, и так далее. Это было просто перечень шел. Это на сайте ОБСЕ, на их сайте. На новой же газете было только, как будто только вот этих людей касается. Хотя убитых этих людей, доказанных фактов я, во-первых, не получил вообще. Кроме там, может быть, самосуд родственники совершали над такими людьми. И тогда это вопросы к родственникам, а не к руководству оккупационной администрации. Потому что человек убивший несет ответственность. Но говорилось только лишь об этих людях. Я очень сильно возмутился, я писал по этому поводу. Я специально зашел на сайт ОБС, я нашел их текст, показывал его в новой газете, писал у себя в Фейсбуке и распространял эту информацию. Ну и потом потихонечку они перестали говорить только лишь об ЛГБТ. И вся вина в том, что мы не защищаем. А эти люди, они имеют свое лобби, и есть заинтересованность. У той же новой газеты я увидел заинтересованность не говорить о убитых наших людях о всех, а сказать только вот об этом. Я не знаю, с какой целью они делали. Может, так они считали, что они привлекут больше внимания на Западе, потому что такие лобби тут тоже имеются.
Но я считаю, что всех, кого они убивают, по большей части, это люди, которые погибают просто так, которых убивают за то, что полную несостоятельность этой версии. Вот как это можно объяснить. Поэтому я считаю, что в этом плане мы должны работать. У меня много случаев, когда я могу рассказать и даже упрекнуть родственников погибших. Когда я брался, когда я не родственник, ничего, я в Москве находился. Я прилетал в Чечню, я ходил к родственникам убитых и говорил, давайте напишите заявление. Я найду, вот есть тут один мерзавец, и он уже задержан. Давайте мы продолжим это дело, и он получит очень строго. Родственники не пишут заявление. Мне очень жаль, что так себя ведут наши люди. Да, мы потеряли веру в эти международные институты, в Америку, в Запад и так далее. Но если ты потерял веру, то значит ты должен сдаться. Я тоже потерял веру, и я тоже не питаю иллюзий насчет там разных международных институтов. Как вы видите, ученый права Сайдамин Ибрагимов устроил марш со Страсбурга в Женеву. У нас есть все основания, мы предоставили все просто, что только возможно. И нас футболят. И этот марш, в котором только я участвовал, это один. До этого там их несколько проведено. Маршев, пикетов, голодовок. Если я не ошибаюсь, 42 или 62, чтобы не соврать сейчас, не знаю точно. Саид Амин дней провел голодовки. У него была клиническая смерть. С ним человек начинал голодать, умер там, на 15-й день или на 20-й день голодовки. И этих голодовок проводил огромное количество Саид Амин. Но что, он не понимает, что его там футболят, что это? Просто нет других рычагов механизма, и мы должны их использовать. Да, это как назло маме отморошу уши, не буду носить шапку, получается. Ну да, так получилось. Да, нас обменяли на нефть и газ. И это мы должны помнить и знать. И этот мир очень суров. Очень. И мы, как никто другие, знаем об этом. Мы контактируем с этими организациями, мы пишем в эти организации. Мы изучаем опыт других стран с этими организациями. Но, несмотря ни на все, несмотря на то, что Мавлади Удугов призывал полностью прекратить и не обращаться ни в какие международные институты, что мы должны бороться только сами, и мы отправим, нам нужны бойцы, которые будут сражаться, находясь сам в уютном теплом кресле. Объявлять джихад в 20 веке, в 21 веке, впервые первыми напасть на русских кафиров, как говорил Мавлади Удугов. Если бы мы послушались этого, то сегодняшний сдвиг, огромный, титанический сдвиг, который совершил Саид Амин Ибрагимов со своими товарищами, с правительством Ичкерии, с другими людьми, если бы этот сдвиг не был сделан, если бы тогда бросили бы все и сказали, ах, как, ерунда эти международные институты. Да, я тоже ими недоволен, но другого выбора не было. И теперь у нас огромный сдвиг. Наше заявление лежит в Гааге. Это при том, что все трясутся от страха перед Россией, перед их полониями и разными гексогенами. Мы не трясемся, и мы будем добиваться этого, несмотря ни на что, правовыми способами, потому что наша страна, Чеченская Республика Ичкерия, демократическое правовое государство, которое не противоречит исламу.
которая открыта и свободна для всех людей всего мира, всех религий, всех рас и национальностей. И это государство у нас существует, и оно никуда не денется больше, никогда. И как бы какие-то там разные Кадыровы с 2 классами образования, там разные Демельхановы, палачи, имеют палач. Дочка Демельханова хвастается, что она султанша. Она слышала, что ее папа называет по кличке, у него кличка Палач. Она понимает это? Кадыров, который сидит, и от конференции, которую мы провели, там несколько сот человек было на этой конференции. Люди открыто пришли, и это только начало. Все, гражданское общество есть. Оно меняется, оно просыпается. И у нас огромное количество чеченцев, которые ветераны этих боевых действий, которые все своими глазами видели, на своем теле испытали, у которых нет живого места на теле, которые потеряли здоровье, зрение, части тела. Мы проснулись, и другого уже не будет. Все. Шок закончился, испытание. Мы идем теперь в обратном направлении. Маятник качнулся в другую сторону. И теперь разные Кадыровы, которые просто сходятся, у него нервный срыв случился. Начал оскорблять, там что-то там кричать, кого-то бросили. Он, наверное, забыл сказать, что когда он говорит, что кого-то бросили и кто-то там убежал за границу, что он до того, как кто-то бросил и убежал за границу, со своим батей перешли на сторону русских и убивали тех, кто воевал за свою свободу и независимость, и продолжают стоять на страже русских оккупантов. И что бы ни произошло, я это говорю так уверенно, не потому, что у меня сзади армия или у меня есть какая-то сила. Нет, я это говорю потому, что это исторический факт. Никогда ни Кадыров, ни Демельханов, ни остальные вот эти убийцы и преступники, никогда они не станут нашими руководителями и нашими новыми дворянами, какими Патрушев, Путин мечтают быть у русских. Никогда, Хирдолшдац, не буду выражаться, как этот подонок выражался в отношении нас и нашего руководства нашей страны. Никогда этого не будет. Кадыров, дахала, хаханьюи, хун просто дац анил ханьюхун, кихахан яцун, хат'ялу яцун, яха яцун, я ахиттешол, концерчи яцун, хахумма дацун, хун ноль уун. История ноль уона, нохчик оман халгаха ноль уон. Миллиард хиларги, байсак ахран хилари хульшват саг. Саг нис но ахульшагу саг. Так что вот такие вот дела. Передаю слово вам. Давайте я отвечаю на ваши вопросы. Акелла, Аслан, почему ты уехал с Москвы, если ты был адвокатом? Адвокаты хорошо живут в Москве. Случайно тебя не заслали в Европу? Я много раз говорил, почему я уехал. Много было причин, больших, малых, по которым я уехал. Я тебе скажу одно. Да, адвокаты живут очень хорошо в Москве. И я тебе скажу, что я был из самых лучших живущих, ну не самый лучший, но один из самых неплохо живущих адвокатов, из всех адвокатов, поверь мне. Но так случилось, так как случилось, я тут. Случайно тебя не заслали в Европу? Не случайно, не специально, меня никто никуда не засылал. И вся пропаганда, которая ведется против меня, вся дискредитация против меня, которая ведется, я знал, что она будет. И я готов пожертвовать как именем, так и своей жизнью ради того, чтобы эта ложь, которая каждый день лилась из русского телевизора, хоть своим словом, своим голосом встать против этой лжи. Я сделал осознанный, не мимолетный, не на эмоциях или гормонах шаг. Я взрослый, уже состоявшийся человек. Я сделал этот шаг, потому что я не мог больше терпеть, я не мог больше молчать.
как эти лжецы и подонки по российскому телевидению рассказывают, что мы так хорошо живем, что у нас все хорошо, что чеченцы вот наконец-то поняли, что без России жить не могут и так далее. Именно поэтому я сделал свой шаг. Но тебе, как умному советчику, который здесь говоришь, я советую не быть анонимным Акеллой, да, который может промахнуться, а стать полноценным гражданином Чеченской Республики Ичкерия и открыто заявлять о своей позиции. Говорить о том, что нас преследуют, нас убивают, нас грабят, ну и так далее, и так далее. Так, пойдемте дальше. Рубати, у меня есть ролик с пленными бойцами Ичкерии, говорит чеченский след. Среди бойцов есть ингуш с милицейской корочкой Ингушетии. Я решил сейчас переименовать это видео. Наши погибшие братья-ингуши не должны быть забыты. Дел Рейс Хуйлон, чеченский след. Так, Адам Грузинский. Я дальновидный человек. Лишь дурак не увидит, что Чирии скоро будет свободной. Дал Мула Адам. Анзорино, Рубати, ну не в огромном количестве же, как говорит Аслан. Мне один ингушский националист вообще сказал, что ингуши воевали за чеченцев. Анзорино, я иногда замечал тебя за вот этих склоках твоих с ингушами. Я призываю тебя этого не делать. Это раз. Во-вторых, тот ингушский националист, он на самом деле может быть ингушским националистом или фашистом, который ненавидит там чеченцев. Ну, а это может быть и тролль. Так же, как с нашей стороны, как бы с нашей стороны, есть чеченские националисты, которые говорят против ингушей. Ну, и есть обычные люди, которые подхватывают это все и начинают участвовать в этом всем. Я специально в этом, специально не участвовал. Я зашел, я посмотрел как-то на ингушском паблике, как они говорят про чеченцев. Я ставил 2-3 слова, и я понял реакцию, я просто ушел. И я так понимаю, что нормальные, адекватные люди в этом не участвуют. Только фашисты и самая нехорошая часть общества в этом участвует. И я скажу тебе, огромное количество ингушей участвовало в войне. Участвовало и погибало, отдавало все самое-самое ценное, что у них есть. Свои жизни, свои риц отдавали. Это правда. И я не буду приписывать ни ингушам, ни чеченцам того, что они не делали. Да, Мула. Но то, что делали, я не смогу не признать. Так. Макс говорит, путинистам надо жестко мстить без всякого суда. Нет, Макс, без суда нельзя. Без суда нельзя. Владимир Рабинович, но презумпция вины за ними должна быть закреплена. Как юрист вам это говорю. Владимир Рабинович, Джахар, как ваша путеводная звезда, говорит Владимир Рабинович. Я до сих пор под впечатлением от того интервью на канале Реалити. Да, Джахар дал нам четкий вектор. Джахар и группа его сподвижников, единомышленников установили наше государство. Наша задача сохранить правопреемственность этого государства и утвердиться во всем мире, и все. Все просто. Да, Джахар, нам повезло, что нам Господь дал Джахара. Так, Белла Теунаева, чеченскому следу отвечает. КЧР тоже закрыли школы 17 марта. Угу. Риф говорит, Акел, ты промахнулся. Рубайте Мицеев. Акела, исчезни, мы его внедряли и забрали. Рубати, ты им расскажи, как в 95-м году Джахар собрал молодежь и сказал, что вот меня и еще несколько ребят, которые до сих пор находятся сейчас во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, во властных структурах, собрали и сказали, что надо отправить учиться в Россию, чтобы мы подготовили свои кадры. Отобрали, проверили,
специально устойчивых людей. И вот таким образом наша группа была отправлена в Россию. Рубайте, ну расскажи правду в конце концов, как все было. На то они меня обвиняют, что они не знают, что я еще со времен Джахара был заслан в фашистскую Россию. Так, Эдмомеда, я уверен, как только Чечня будет свободна, она будет развиваться выше, чем Япония. Иншаллам, Эд. Дай Бог, дай Бог. Так, Аслан Лорс. Аслан, почему мир жестоко не отреагировал на коронавирус? Или нет на это доказательства причастности к этому Путина? Да, нет на это доказательств. Нет. Мы сейчас только говорим наше субъективное мнение. Доказательства нет. А если нет доказательства, нельзя принимать решение только лишь на том, что тебе кажется. Доказательств, даже косвенных, пока нет. Знаете, когда убили президента Кеннеди, было очень много разговоров, что это сделало КГБ. И даже американцы поняли, что это сделало КГБ. Но власть России сказала, что тогда прилетел Микоян, которого прислал тогда первый секретарь, как его, генеральный секретарь, и слезно молил на похоронах Кеннеди, что это не они сделали. И как бы ответ, конечно, наверное, скорее всего, со стороны Соединенных Штатов и спецслужб Соединенных Штатов был, но мы об этом, конечно, не узнали. Вот такие вот дела. Так, пойдемте дальше. Рубайте Мицаева. Анзор, в Бамуте одних шахидов 170 человек. Ингушей, да, ты имеешь в виду, Рубати? Или всего шахидов было в Бамуте 170? Рубайте Мицаев. Анзор, я была начмедслужбы, и у меня списки погибших и раненых. Аслан, откройте канал Рупор Москвы, 6-часовое видео, как полицейские избивают людей в центре Москвы, на Лубянке. И полицейских было больше, чем людей полицейских с оружием и в шлемах. Они трусы. Да, они трусы, и трусы те, что тоже, что мало выходят сами москвичи и гости столицы. Так. Василиус Андреадис. Чеченцы как воины в одном строю со спартанцами. А насчет образования у чеченцев есть... Не закончил. Так. Тор, я вообще думаю, что Путину до Гааги идти не дадут. До Гааги дойти не дадут, наверное. Его свои же убьют до того, из-за того, что эта мразь невероятно подлая и всех сдаст. Абсолютно, Тор, 100% он всех сдаст. Он будет делать все возможное, чтобы избежать ответственности, если попадет в руки. Ну, и опять же ты прав, скорее всего он не доживет. Ну, если какой-нибудь подготовленный, прикрытый американскими дронами чеченский спецназ не захватит его в плен и не доставит в Гаагу, или в Киев, или в Тбилиси, или в Джахар, в город Джахар. Так. Давайте я перемотаю. О, много тут уже, я уже отстал. Так, давайте обратимся к Жоре Майер. Братья наши ингуши принимали участие плечом к плечу с нами. Я знаю около 30 человек, из них более 10 человек живы. Тела погибших я лично увозил в Ингушетию, пока не буду называть фамилии. Вот вам живой очевидец, ветеран, заявляет прямо. Я знаю этого человека, это не ник в интернете, это живой человек, который непосредственно является ветераном.
Но придет время, и я назову их имена. Надеюсь, их родственники помнят меня. Я думаю, тебя помнят. Просто, когда настанет время, открыто начнешь говорить, все скажут. Так, так, давайте не будем сейчас ругаться, да. О, и 1,5 часа у нас пролетели. Так быстро. Короче говоря, на этом тогда эфир закончим, дорогие мои друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Я очень надеюсь, что в пятницу я смогу выйти в эфир, так как у меня запланирована эта неделя очень тяжелая и расписанная. Но если я не выйду в эфир, то не волнуйтесь, я жив, здоров и так далее. Но я постараюсь в пятницу выйти, как обычно, в 9 часов в эфир. И в среду на чеченском языке я также постараюсь, но опять также ничего не обещаю, потому что начинается очень горячая пора в прямом и в переносном смысле. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. До свидания, друзья.